Проплыть практически в ледяной воде решится не каждый. Таких смельчаков здесь собралось всего 6 человек. Среди участников как опытные моржи, так и новички, те, кто решил попробовать свои силы впервые. Полина Васильевна сегодня единственная женщина среди пловцов. В свои 65 лет она проплыла 100 метров в холодной воде за 2 минуты 17 секунд. Пенсионерка призналась, в заплыве решилась поучаствовать из-за большой любви к плаванию. Холода не боюсь. Как переехала 6 лет назад в город, я скучаю уже по своей речке, потому что я там купалась, обливалась водой. Среди экстремальных пловцов оказались и именитые гости. Андрей И, известный телеведущий, поделился, закаливанием в его семье уже давно стало традицией. Мне маме давно уже за 80, она тоже зимой купается, ничего страшного. Первый раз кричала, когда мы с братом ее в воду насильно бросали, а потом сама купается. Сейчас какие ощущения у вас? Ну, после воды всегда замечательные ощущения. Впрочем, купание в воде с почти нулевой температурой для неподготовленного человека чревато опасными последствиями. За безопасностью в заплыве следили все экстренные службы. На самом деле, конечно, неподготовленному человеку ни в коем случае нельзя идти в воду. Закаливаться надо постепенно и чтобы организм привыкал к этой воде. Начало навигации не единственный повод для такой акции. Заплыв в холодной воде приурочен также и ко Дню полярника. Этот праздник в России отмечают с 2013 года. Президент Российской Федерации сегодня сделал Арктику центром внимания. Ну а наша Якутская Арктика – это огромная не просто территория, это кладовая богатство. И поэтому сегодня полярники – это не просто, я еще раз говорю, звучит гордо полярник. Это люди, наполненные смыслом жизни. Подобные экстремальные заплывы обещают устраивать ежегодно. Участие в них может принять каждый. Главное заранее подготовить свой организм к низким температурам. Валерий Бояркин, Максим Бурцев, Вести, Якутск.